Короче, ребят, я уже ковыряюсь с карабином. Вот, на что я грешил. Вот, оптику снял, а здесь вот такое, ну, как сказать, ограничитель, стопорная штучка, короче, вот это. Я думал, в него он втыкается, вон. Затвор не выходит. Не понимаю, что случилось с оружием. Все нормально было. И в один миг. Все так. Даже не успел одного выстрела сделать. С утра в магазин поставил, хотел, как сказать, патрон вставить. А затвор не идет. Вот и все. Вот тебе охота с карабином в этом году. Не могу понять, куда он втыкается. Почему вот такой звук идет, а куда втыкается? Не знаю. Где что открутить в полевых условиях, не могу понять. И откручивать как-то и неохота. Внутри все вроде гладко, чисто. Значит, это не виноват. Надо обратно поставить. Если не потеряю вообще. Куда втыкается? Вообще непонятно. Все нехорошо в этом году. Что-то у меня начинается. Как с первого дня что-то. Да. Ребят, долго мучался, и я нашел причину. Причина вон. Смотрите, болтик открутился. Видели? Вот вся беда вот тут. О. Видели как? Надеюсь, видно. Вообще он открутился. Почему? Он вообще слабый. Надеюсь, видно. Блин, сколько я потратил времени на это. Все, видели? Элементарно просто, оказывается, блин. Причина. Вообще. Вон, смотри. Болт-то открутился. Я грешил на эту фигню. Долблю, блин. Пипец. Ну, это и называется отечественное оружие, так скажем. Надо отвертку хорошую закрутить капитально. Вот и все дела, блин. Столько я мучался, искал причину, долблю, ищу. И здесь тоже долбил, сколько там. Еще надо дальше. Никогда еще не было такого, чтобы болт откручивался. Ну, это на будущее. У меня проблема была. И кому-нибудь другому может пригодиться. Короче, вот. Все. Ну, сейчас он свободно будет ходить. Без проблем. Видели? И на охоте, скажем, ты, если пошел и в мою ситуацию попал, никаких инструментов нету под рукой.
И главное, не заметишь, блядь, сразу. А потом, что может быть? Я думаю, вот так с задней стороны посмотрел и... Отвертку так у меня только она в лодке. Надо сходить еще. Оттуда я уже это пассатижи принес. Надо капитально закрутить. А, отвертка есть у меня. Да, здесь он у меня. Да. Сейчас я закручу. Я так расстроился сегодня, блин. Думал, что-то серьезное. Ну вот, пришлось мне снять. Капитально сейчас закручу. Пришлось снять оптический прицел. Не знаю, потом повлияет, нет, на... Как бы я сейчас перед охотой также пристреливал по-новому. Немножко у меня правее шло и выше. Не знаю от чего. Вроде всю зиму лежал, все лето, но ничего не трогал. Но вот видите, как что влияет на это. Почему так? Много вопросов. Все, сейчас капитально я еще смажу. Немножко краска отошла тут. И поставлю оптический прицел. Ой, блин. Я думал, уже придется мне в завод там отправить. Может, что-то сделают, а видишь как. И тоже первое время там думал, где-то задевает чуть-чуть. Начал долбить там. Начал долбить. Думаю, тронется. Ну, затвором покрепче так. Думаю, пойдет. Оказывается, там, блядь, этот винтик. А может тоже, вот, скажем, у меня на пристрелке, если на пристрелке у меня пуля шла не туда, куда надо было, может это уже как бы открутилось немножко, миллиметр отошел от приклада этот ствол. Надо по-новому, наверное, стрельнуть пару раз. Но сейчас пока стрелять не стану, потому что не хочу я пока лишний раз шуметь. Не люблю этот шум, потому что надо тайгу проверить еще. А ты будешь шуметь там, все, кто есть, разлетится, убежит. Не, шуметь не надо. Шуметь надо уже, когда цель увидишь. Так. Вот такой ключ самодельный. Ну, уже наверняка, чтобы закрутить оптический прицел, чтобы не шаталось, не откручивалось, как этот, блин, винтик. Самое главное, обидное то, что я вот дома чистил оружие. Последний раз я сейчас, когда на пристрелку ездил, чистил оружие. И ничего не было. Вот, скажем, я вытаскивал, этот, обратно ставил. Никак, нигде ничего не заедало. И сам, главное, не заметил, на глаза не попалось вот этот болтик, винтик, который шаталось. Ну, сейчас все, видите, сейчас все четко работает. Сейчас еще смажу все, чтобы уже наверняка. Да и я немножко там уже. Зимой, конечно же, мазать много не надо, потому что замерзает. Эта смазка замерзает. И знаете, вот у меня оружие Север. И вот и все. Фу, блин. Понервничал чуть-чуть. Короче, у меня оружие Север. И тоже на охоту пошел, патроны ставил, все ставил.
Потом мороз, ну, холодно было зимой. И но с утра говорил, что не подводил еще оружие, у меня север. Но знаете, вот я сейчас вспомнил, когда я зимой шел тоже на охоту, и косачи были. Как-то тайга таежная, возле ручья шел, и густая тайга, ельник. И знаете, вот в том месте почему-то я, ну, в старые вырубки там были еще. И в том месте я увидел этих косачей, несколько штук. Короче, я выстрелил, я попал, я в 2 штук тогда попадал. И после выстрела начал менять патрон. Патрон вставил, обратно закрываю этот, как сказать, оружие. И у меня вот что вот фиксирует, как бы здесь затвор, а там вот флажок такой. На место вставляешь, и он замок типа. Вот. И этот замок на место не встает. Что случилось? Ну, в принципе, с мелкашкой можно выстрелить. Не откроется ничего, ствол не откроется, скажем, этот механизм. А вот если с гладкого стрельнешь, может и там открыть. Но это уже опасно. Что случилось с оружием? Разбираю быстренько. Ничего причины не могу найти. Как и здесь вот. Причину не могу найти. Оказывается, ребята, вот у меня там смазка была. Автолом обычно я смазываю. И от мороза автол. Получается, такая пленка получилась. Ну, этот автол чуть-чуть такая пленка. И знаете, вот автол с водой или я не знаю, но лед такой. Знаете, вот тоньше этого полиэтиленового пакета, даже тоньше этот слой. И все. Там в оружейном заводе так сделано, что зазора вообще нету на оружие север. Вообще нету. Здесь, вот скажем, вот эти на этом карабине ложь. Вот. Слышите? Звуки этого, как сказать, затвора. Ходуном ходит. Здесь свободного хода до хранища. Ну, конечно, замок у него хороший. Двойной замок. Сперва вот так один раз. Видели? Вообще, вот так зазора вообще нету. Вот сейчас открылось. А вот, скажем, на оружие север тоже зазора вообще нету. И, короче, что случилось? Потом я увидел вот какой-то вот чуть-чуть как будто вот какой-то слой. Взял нож, и этот слой я ну так убрал, одним словом. Убрал, моментально все закрылось. Элементарно вот пустяковый, причина такая, пустяковая проблема, но не вовремя не замечаешь, и так получается. Вот, ну, надеюсь, если завтра пойдем, то уже, думаю, пойдем с карабином, что ли. Сегодня не получилось. Да, и фиг с ним. Все равно, как сказать, дичи не было, чтобы подстрелить глухарей. Не видели сидящих нигде. Вот. Ну что, сейчас 2 часа уже. Сейчас я буду чистить рыбу. Короче, приготовил уже рыбу, почистил. Сейчас много картошки почищу, чтобы уха так уха получилась. Там 2 окуня и щука. Вот смотрите, уже как классно горит костер. У меня тулан вообще из будки не вылазит. Он какой угрюмый сидит. Не знаю, сейчас я буду кормить их. Это чудо-белка, которая нам тулан, блядь, принес откуда-то, этот падаль. Может, от него эта зараза. Эту чуму. И сейчас я, блядь, вообще костер закину, чтобы на костре он сгорел полностью. Фу, блядь. Фу. Не вовремя аккумулятор разрядился. Пауэрбанку подсоединил. Ну, короче, надо сжечь эту
чуму, как и говорил. Может, ща беда от этого у нас. Тулан чем-то заболел, блядь. Я не дал собакам это вообще съесть. Это дохлятину, откуда он, блядь, приволок. Каждый раз вижу что-то в таге, фу, ну и вонь пошла. Пусть быстро сгорит нахрен. И пусть все невезение уйдет от нас. Там ему и место. Опять он в будке лежит и лежит. Вчера такой активный был. Игривая собака, в общем. А сегодня вон как. Айда. Не уснет, пока я не зайду в избу. Все время следит за мной. Тулантик вот уже все. Но он болеет из-за этого. Сейчас пока там я чистил рыбу, вот тут чуть-чуть только услышал. Вышел, короче, 3 лебеди вот именно на солнце полетели. Очень высоко тоже были. И только вот один клюк такой и услышал так между собой что-то там. Обычно осенью, когда стая летит, там их издалека можно услышать, потому что там молодые лебеди или гуси, они очень активно кричат. Или когда уже устали, они сильно, также очень сильно кричат. Ну, сейчас я буду чистить картошку и варить. Вот такие делишки.
можно и рыбу закинуть. Солим. Полная кастрюля получилась. Такую уху я называю уха по коми. Вкусы у всех разные, но показываю, какую уху я люблю есть. Не удивлюсь, если в комментариях появится, что это рыбный суп, но считайте как хотите, но это, я считаю, ком-уха. Ну, кроме рыбы и соли, я еще... Тут какие ингредиенты у нас получается? Рыба, картошка, соль. И в наличии у меня еще есть сливочное масло. Я туда еще сливочное масло закину. Поверьте, это очень вкусно. В августе, когда мы приезжали, мы уху варили, и туда я заливал растительное масло немножко. Буквально там 2 минуты прошло, уже вкус рыбы растворилась с водой. Обалденно уха будет, честное слово. И закрывать не стану крышкой. У меня, во-первых, полная кастрюля получилась. А то все выкипит. Пусть спокойно так будет кипеть. И еще вот эти, что угли залетают, пусть залетят. Ну, я, как сказать, отдельно не ложу никогда. Вот, скажем, уголь взял от древесины, вот это, что получается в мангале. А просто вот от этих искр угли там залетают. Тоже какой-нибудь вкус передадут или нет. Но я это, в принципе, не так особо и чувствую. Основное это вкус рыбы. Мне прямо уже хочется вот этой ухи попробовать. Действительно обалденно. Очень вкусно. Сейчас я сполосну эту сковороду. Все, начал кипеть. Буквально 10 минут. И думаю, все нормально там. Готово будет. Ну и вот еще такое масло. Такое количество. Все, больше я ничего добавлять не стану.
Никакого лука, моркови, перца и ни в коем случае лаврового листа. Масло всегда мы добавляем в уху и в этот, когда грибной суп еще варим. Грибной суп варим и уже масло всегда ложим это в тарелку. Ну, это все на любителя, ребят. Я никого не призываю вот так именно варить или что. Это на любителя. Я с детства, меня так воспитали, так кормили, и вот у меня такой вкус. Вот это действительно вкусно получилось. Это масло, между прочим, кстати, вообще вот именно вот подходит к этому. Не надо переборщивать, много не надо ложить. Сильно начал кипеть. Отодвинуть. У меня тут еще для собак варится. Ну, кашу поставил варить. Вот на медленном огне пусть кипит. Все. Тут более-менее. Как вы видите, я одет. Теплая шапка, бушлат. Между прочим, на улице прохладно сейчас. На улице прохладно, и сегодня заморозка опять ударят на ночью. Вот. Один раз такая история была. Охотники поехали, ну, рыбаки, охотники. И все время они варили уху. Или работали, наверное, где-то они. Что-то, да, что-то они делали, короче. И все время они варили уху из рыбы речной. Ну, уха, она вкусная, но силы мало дает. Потому что они так вот тоже уху сварят, съедят, и все, опять уже хочется. Но несытная такая еда, рыба. И, короче, одному надоело уху есть, взял ружье и пошел, подстрелил кулика, так называемого. Я не знаю, как эта птица называется. Ну, скажу вот так, кулик. Он меньше кулика, эта птица. Сварили из него суп, уже мясо как-никак, и уже более-менее сытная еда. А уха такая, что, знаете, вот вкусная, но не такая сытная. Я рыбу люблю в любом виде. Хоть жареный, хоть пареный, хоть какой. Обалденно все. Вот угольки залетают, вот такие угольки, вот видите. Елка с треском летит, и все. Угольки залетают. Картошка как там. Уже готово. Да. Картошка уже мягкая, а рыба, тем более, рыба быстро готовится. Да, рыба тоже уже все. 2 минуты и буду убирать.